Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Яна Бабаева. Глава Якутии Эсен Сергеевич Николаев сказал, столичная система образования должна сохранять свое лидерство в нашей республике, транслируя новые методики, технологии обучения, профессиональные стандарты педагогов. Столица должна задавать тон в воспитании граждан и патриотов, опираясь на свои вековые традиции и ценности. И с нашей сегодняшней гостьей, начальником управления образования столицы Марией Петровой, мы поговорим о том, как меняется система образования в Якутске, какие цели и задачи стоят перед педагогами в 2024 году. Добрый вечер, Мария Петровна. Добрый вечер. 2024 год у нас объявлен президентом нашей страны годом семьи, а в Якутии уже стартовал год детства. В целом эти два направления работают на одну и ту же цель – вырастить достойных граждан нашей страны внутри семьи и социума. Вот какие задачи вы ставите перед собой и своими коллегами на 2024 в плане образования? Конечно, этот год, наверное, еще более ответственный, чем был прошлый год, год педагога и наставника, потому что этот год и год семьи, объявленный президентом России, и год детства, объявленный Илдарханом Эсеном Сергеевичем Николаевым. Это, конечно, очень взаимосвязанные ценности, и семья, и дети. Это то, что является, наверное, самой такой волнительной, самой уязвимой сферой для каждого человека. Поэтому, конечно, перед образованием стоит серьезный вызов с тем, чтобы мы соответствовали тем ожиданиям, которые испытывают родители, когда приводят ребенка в образование. И это первым делом, конечно же, детский сад. И в то же время мы говорим о том, что детство проходит, как правило, именно большая часть в детском саду, в школе. И многие воспоминания детства связаны именно с образованием. И самое, думаю, важное для нас сейчас, чтобы образование все больше становилось ориентированным на то, чтобы ребенку в школе было комфортно. Недаром взрослые люди вспоминают, что вот лучше всего мне было, оказывается, в детском саду. И немало различных анекдотов, мемов об этом. Но я думаю, что нам важно, чтобы не только приятные воспоминания были о детском садике, но и о школе. Как можно больше таких воспоминаний было. И сейчас мы также себе ставим эту задачу и в связи с тем, что профессиональная ориентация для будущих педагогов, она важна для нас. И она возможна именно только тогда, когда большинство детей будет говорить: мне в школе хорошо, мне комфортно, и я должен, не то что должен, я хочу стать учителем, к примеру. Поэтому этот год для нас вот пройдет под этим флагом. С одной стороны, мы говорим об открытости, о комфортности для детей. И второе, это чтобы образование было в большем диалоге с родителями. Потому что родители – это равноправные участники образовательного процесса. Это прописано и в законе об образовании. Но зачастую происходит так, что это бывает неравнозначный диалог. И хотя мы, конечно, понимаем, что родители не совсем понимают в большинстве своем особенности организации образовательного процесса, как готовиться к ЕА, например, и так далее. Но, тем не менее, родители имеют свое мнение, и это мнение важно учитывать. Мария Петровна, скажите, пожалуйста, вот насколько сегодня у специалистов в сфере образования есть шансы на самореализацию, на успешную самореализацию? Мое мнение, что как раз-таки самое интересное, и я думаю, что как раз в руках самого человека самореализация, это в образовании. Потому что, когда ты работаешь в образовании, ты постоянно находишься в поиске, постоянно в творческом таком пути. И нет такого, что человек может сказать: я достиг предела в своем совершенстве, в своей работе. Такого нет никогда. И образование меняется так же, как и меняется общество. Меняются общественные запросы, ожидания. Соответственно, и образование тоже должно переориентироваться. Поэтому как раз кто хочет самореализоваться, кто хочет быть всегда в тонусе, пожалуйста, добро пожаловать в образование. Мы вас ждем, да? А вот есть ли сегодня кадровый голод в Якутске? И если да, то каких учителей не хватает? Ну, не такой прям голод, но потребность, конечно, она всегда есть.
потому что кто-то уходит в декретный отпуск, у кого-то меняются какие-то жизненные планы. Поэтому небольшая потребность есть, как правило, она идет среди воспитателей, учителей начальных классов, и есть потребность у нас в педагогах по коррекционной педагогике. Детей с ОВЗ становится больше, и необходима помощь специализированная, например, логопеды, вот особенно нам нужны, ну и по нозологии, к примеру, по работе с аутистами. А почему, интересно, так вот много детей становится с такими заболеваниями, как вы считаете, из-за чего? Диагностика становится лучше. И в Якутске, например, сейчас у нас 2 комиссии работают, которые проводят обследование и дают определенные рекомендации по тому, какую нозологию дать ребенку. То есть, соответственно, больше индивидуального подхода. Ну и, конечно, родители, особенно вот те, кто интересуется этим, грамотные родители, они, понимая, что у ребенка есть особенности в развитии, вот стараются это определить и вот как раз-таки обеспечить ему индивидуальную образовательную траекторию. И чем раньше это начать, тем больше успех, конечно. И наши дети, которые учатся, например, в коррекционных классах или в инклюзивных группах, они показывают тоже очень достойные результаты, и достижения у них бывают и на российском уровне. Вот не так давно в социальных сетях обсуждался ролик, где молодая учитель решила добавить креатива и вот клеила забавные стикеры с котиками в тетради к своим ученикам. Вот как вы к этому относитесь? Поддерживаете такие начинания? Я думаю, что она не единственная, кто увлекается этим. И это, конечно, приветствуется. Приветствуется все, что не выходит за рамки дозволенного. И если детям это интересно, полезно, то, конечно. Я знаю, что многие педагоги покупают наклейки, заказывают их и тоже дают детям. И у меня сын тоже приходил с наклейками и очень радовался своей добыче. А вот как вы считаете, решение проводить тот или иной год, вот, допустим, год семьи, насколько он влияет на вашу работу? То есть она становится более сконцентрированной или нет? Год семьи. Ну, как раз вот вчера практически мы получили указ президента Российской Федерации о социальной поддержке многодетных семей. Внимательно его изучили. И, конечно, это здорово, что многодетные семьи сейчас закрепляют свой статус уже не на региональном, а на федеральном уровне. И, по сути, те меры поддержки, которые у нас уже осуществляются, они теперь закрепляются федеральным актом. Например, дети из многодетных семей в школе и в детских садах, они питаются бесплатно. Есть проезд в автобусах, в общественном транспорте. Поэтому, конечно, школа всегда работает прежде всего с семьей. Ну, в целом образование – это именно работа с семьей. И поэтому здесь, мне кажется, в наших условиях, когда и ценность семьи возрастает, и в целом семьи становятся все более разнообразными по своим вариантам семей, то, соответственно, и нашим педагогам, работающим с семьями, надо быть все более грамотными и в психологическом плане, и в понимании вот этих общественных процессов. И учета особенностей семьи. Например, это многодетная семья или мать-одиночка, отец-одиночка и так далее. Ну, в 2023 году Якутия достигла своего исторического максимума по количеству населения. У нас родилась миллионная жительница. Вот насколько школы и детские сады Якутска, самого густонаселенного города республики, готовы принимать маленьких якутян? Каждый год в Якутске становится все больше детей. Как потому, что они здесь родились, так и потому, что их родители сюда переехали. Поэтому учитывается, конечно, эта динамика. И мы рады тому, что сейчас подготовлен мастер-план. Он уже утвержден и на федеральном уровне. И до 2030 года в Якутске должны построить 12 школ и 18 детских садов. Отличие города Якутска еще и в том, что в бытность, еще когда Арсений Сергеевич Николаев был главой города, были предприняты меры поддержки частным дошкольным образовательным организациям. Их сейчас уже у нас более 40 в городе, и они получают субсидии от республики для того, чтобы
обеспечить местами вот те детей из тех семей, у которых, например, нет прописки в городе Якутске, но они здесь проживают. Потому что в муниципальные детские сады прежде всего попадают дети, у которых есть прописка, родители которых их поставили на учет еще чуть ли не на следующий день после рождения. Ну вот как раз сейчас мы все чаще выбираем цифровой подход, в том числе и в сфере образования. Вот электронная очередь, детский сад у нас есть, запись в школу. Давайте напомним нашим телезрителям, как правильно записаться в школу и как встать на очередь в детский сад. Какие способы есть? Действительно, город Якутск является одним из продвинутых городов в России, где родителям становится максимально удобно записать своего ребенка. Я помню то время, когда вот мои более старшие дети, например, мы их записывали, и ночами приходилось стоять в очереди для того, чтобы записать ребенка по прописке. Помнится, что чуть ли не костры даже жгли. Да? Сейчас это уже кануло в лету. Теперь мы говорим, что через единый портал госуслуг, госуслуги.ру, можно записать своего ребенка в соответствии с приказом Минпроса РФ о записи в первый класс. Ну, как правило, это стартует запись в апреле месяце. Первый этап длится до июля, когда записываются в первую очередь по прописке. И затем 6 июля начинается второй этап, когда есть возможность записать ребенка без прописки, но при наличии места в желаемой школе, к примеру. И сейчас у нас есть возможность также и по детским садам. Мы учли то, что был большой наплыв такой сезонный родителей, например, весной или осенью очень много народу шло, и, конечно, физически было невозможно, например, там более 100 человек за один день обслужить. И с прошлого года мы поменяли административный регламент. По сути, любой родитель может прийти в любой детский сад в городе Якутске в шаговой доступности и, например, внести изменения в запись. Вот, например, статус поменялся у семьи, какие-то льготы появились, и он может это все внести, не обязательно приходя в само управление образования. А так, на сайте управления образования можно записаться, прийти по времени и получить свою услугу. Кроме этого, и в само управление образования, если вы придете без записи, есть также талоны электронной очереди, как в МФЦ, и цивилизованно, не записывая ручкой на ладони номер очереди, можно все это получить. А как правильно подготовить ребенка к походу в детский сад? Вот на что обратить внимание? Есть ли какие-то требования, например, чтобы ребенок сам одевался, либо умел кушать? Вот. И сколько у нас в городе ясель? По-моему, с 1,5 лет детей берут в садик, верно? Да, мы сейчас имеем возможность принимать детей от 1,5 лет. У нас из 53 садиков 50 практически, из 63 50 имеют такие группы от 1,5 лет, потому что мы увидели, что потребность родителей именно наибольшая для детей такого возраста. Но вот и мое мнение такое, и психологи тоже говорят, что на самом деле дети достаточно легко адаптируются к детскому саду, и чем раньше мы это начнем, ну, имеется в виду от 1,5 лет, не от 2 месяцев, к примеру, то тем легче адаптируются дети. Самое главное, это чтобы сами родители морально были готовы, да? Потому что дети, они зеркалят наше эмоциональное состояние, и они видят мир, по сути, глазами родителей. Если родители считают, что все прекрасно, все хорошо, люди вокруг все доброжелательные и так далее, то и ребенку этот настрой передается. Если же родитель идет как будто бы на войну, воевать с кем-то, да, соответственно, и у ребенка тоже такое настроение будет. Так. Ну, конечно, бывают индивидуальные особенности ребенка, например, интроверт, да, хочет быть больше спокойным, самостоятельным. Но вот этим, конечно, особенности необходимо учитывать и затем воспитателям. Но я вижу, посещая детские сады в городе, что все больше садов учитывают этот момент. И, например, в ряде групп бывают такие специальные островки уединения, где ребенок может сам побыть наедине сам с собой. Но вот таких прям требований кушать, одеваться нет. Ну, обязательно, конечно, лучше, чтобы ребенка научить каким-то самостоятельным навыкам. Хотя бы, чтобы он мог самостоятельно есть, переодеться потихонечку. Ну, в целом, навыки самообслуживания. Мы сталкиваемся с тем, что даже вот на уровне школы, например, когда ребенка ведут в 1 класс,
дети с трудом могут сами переодеться. Привыкли, что родители их вот с ног до головы одевают, как камердинеры принцев. И, соответственно, ну, каждую осень мы получаем негатив, когда по мерам безопасности родители не допускаются далеко в недра школы, и это вызывает негодование, что вот ребенок теряет свою одежду, не может собраться, одеться и так далее. То есть эти навыки на самом деле должны быть сформированы не только перед школой, а еще и накануне детского сада. Основные, конечно, моменты. Вот есть вопрос от телезрителя. Сын учится в 4 классе. Ему задают такие задания, что мы всей семьей пытаемся их решить. На выполнение упражнений дома уходит очень много времени. Почему задают так много заданий? И, видимо, почему они такие сложные? Есть, конечно, федеральный государственный образовательный стандарт. По нему расписаны все темы по неделям. И прописано также допустимый объем домашних заданий. Если родители сталкиваются вот с такой большой нагрузкой, здесь могут быть такие варианты, что, во-первых, или родитель действительно немножко, скажем, переоценил возможности детей. Второе, что, возможно, это какой-то профильный класс, где идет углубленная подготовка, и ребенку здесь тяжело. Но в любом случае необходимо родителям, конечно, быть в диалоге с учителем и вот уточнять такие моменты. Я помню, у нас тоже, вот у меня у самого, как у родителя, была такая ситуация, когда мы с мужем, выпускники физмат-класса, по математике с сыном в начальных классах чуть ли не полночи решали одну задачу. Да? Вот. Ну, это была такая программа, очень оригинальная. И потом мы, конечно, к учителю обратились. И учитель нам объяснил, что мы не ту задачу решали, она для повышенного уровня, и вообще еще там не проходили ее, еще что-то сами напутали. И не надо ребенка гонять и заставлять выполнять все домашние задания. Оказывается, вот давалось на выбор, и мы не тот выбор сделали. Ну, а так вот сейчас в школе достаточно лояльное отношение к ученикам, насколько я понимаю. То есть учителя уважают их выбор, дают какие-то возможности для самореализации. Насколько дети охотно идут на контакт? И вот учителя готовы выполнять свою работу с удовольствием. Нет профессионального выгорания у них? Я думаю, что, конечно, профессиональное выгорание может испытывать любой человек. И из наиболее энергетически затратных профессий является профессия педагогов. И в первую очередь, конечно, учителей. В городе Якутске у нас классы переполненные, как правило, и учителю и физически, и морально, конечно, тяжело вести класс, и тем более, когда есть определенные требования, ожидания и со стороны родителей, и со стороны администрации школ. Поэтому, конечно, важно, чтобы и семьи это понимали, и детям транслировали уважительное отношение к учителю. Если в семьях это есть, соответственно, ребенок, конечно, и с учителем будет общаться доверительно, уважительно, и, соответственно, контакт будет хороший. Если же ребенок слышит у себя в семье нелицеприятные отзывы, пренебрежительные или оскорбительные, это ни к чему хорошему абсолютно не приводит. И, конечно, было роковой ошибкой то, что образование причислили к услугам. И было такое слово, выражение «образовательные услуги». Образование все-таки это не услуги, это ценность. И если есть вот такое ценностное отношение в семье, соответственно, и у ребенка, и с обучением будет все хорошо. Проблем, как правило, не возникнет. Вот еще хотела спросить про профориентацию. Вот насколько сегодня в школах готовы вести ребенка к какой-то вот конечной цели, и насколько видно вообще, к чему ребенок склонен? И вот кто это должен делать? Все-таки больше учителя или семья должна увидеть склонности своего ребенка, например, к литературе, либо к математике? Очень хороший вопрос. Ну, по сути, вот, допустим, как говорят, у ребенка две руки, да, одна рука держится за папу, другая за маму. Если вот смотреть по социальным институтам, то получается, что одной рукой он держится за семью, а другой рукой за образование. И вот эти два партнера, которые должны вести ребенка к тому, чтобы он нашел свой дальнейший путь в жизни. И, конечно, это прежде всего профессия. Раньше школам достаточно сложно было вести эту работу, потому что не было таких общефедеральных подходов. С прошлого года стартовал федеральный проект по профессиональной ориентации. Он начинается с 5 класса и поэтапно вводит ребенка в мир профессии.
И, конечно, здесь важно осознавать, с одной стороны, интересы ребенка, понимать, а с другой стороны, запрос от государства. Вот что сейчас нужно. Вот сейчас мы говорим, что нам нужны на самом деле даже не сколько айтишники, вот как бы люди хотят туда, да, Да. очень многие, а, например, инженеры, рабочие профессии нужны и педагоги, как всегда. Ну, понятно, что и медики в том числе. И, например, вот по данным летней кампании у нас на первом месте поступление на инженерные специальности среди выпускников города Якутска. На втором месте это педагогические специальности, и лишь на третьем месте IT-специальности. Поэтому эту работу нам надо, конечно, вести обязательно как можно раньше, тем лучше. Но, конечно, ни в коем случае мы не должны ребенка принуждать вот какой-то определенной профессии или пути, да? Потому что человек имеет право на выбор, и его интересы, особенно детские, они могут меняться. И это очень хорошо на самом деле, потому что все, что ребенок попробовал, может пригодиться ему и во взрослой жизни. Сегодня он может записаться на кружок шитья. Вот помнится, вот, когда я работала во дворце детства, ребенок, мальчик, ходил на кружок шитья. И это вызывало удивление, как это так, мальчик. А оказывается, он уже в старших классах учился, он так сказал: я хочу стать хирургом, и мне важно научиться делать стежки. Ну вот у То человека есть цель, вот, да? Да, то есть профессиональная ориентация — это не обязательно изучать предметы, математику, физику там или еще что-то. И готовиться к ЕГЭ. Да, чтобы поэтому поступить. моя рекомендация, в том числе и как родителя, и как педагога, обязательно ребенка вводить на дополнительное образование, потому что школьная программа — это программа академическая, но ребенок в дополнительном образовании как раз получает практические навыки, которые позволят ему понять, что на самом деле ему важно, нужно и интересно. А вот насколько широкий в Якутске спектр дополнительного образования? Каждый может найти себе что-то по душе. У нас спектр дополнительного образования, я считаю, один из лучших и богатых на уровне России. У нас есть и по техническому направлению кванториум, единственный в республике. Летом мы открыли школьный кванториум в СПЛ, в Сахополитехническом лицее, и еще 2 школьных кванториума мы откроем этим летом на базе 13-й школы и Национальной политехнической школы номер 2. Кроме этого, у нас есть сеть детских подростковых клубов, IT-клуб, плюс еще негосударственный сектор активно развивается, как по художественному направлению, вот наши известные ансамбли на слуху, и, конечно же, вот те же IT-кружки. Поэтому если, про спорт я и не говорю, поэтому если родитель хочет ребенка куда-то записать, в том числе и в шаговой доступности, в принципе, это возможно очень. Как на бесплатной основе, так и на платной. И более того, по указу главы республики, в этом году будет вводиться карта юного жителя Якутии номиналом 5000 рублей, который можно будет также потратить и на платное дополнительное образование. Это как аналог пушкинской карты, да? Да, но Только в уже- отличие от пушкинской карты, вот можно на доп. Образование, а пушкинская карта только на посещение культурных мероприятий. Вот а как вы считаете, правильно ли поступают те дети, которые уходят учиться в колледж после 9 класса? Или нужно все-таки доучиться до 11? Это общефедеральная тенденция. У нас в Якутске порядка 25% выпускников 9 классов выбирает СПО. В Москве и Санкт-Петербурге гораздо больше детей уходит в СПО. Потому что и там, конечно, самих учреждений среднего профессионального образования больше, выбор тоже богаче. И анализ показывает, что дети, выбирая СПО, они не ограничиваются только нашими учреждениями, расположенными в городе Якутске. Уезжают и в другие города, получают профессии ускоренно и быстро встают на ноги. Поэтому я думаю, что здесь ничего плохого нет. Каждый выбирает, как он желает, исходя из ситуации в семье и своих жизненных установок. Но действительно, те, кто идут в СПО, они очень быстро могут встать на ноги, стать самостоятельными, и самим зарабатывать. И ничто не мешает параллельно получать и высшее образование. Все-таки в нашей стране вот как раз получить высшее образование, мне кажется, не так уж и сложно. А как вы считаете, насколько... У меня племянник просто всегда говорит: ой, высшее образование, да кому оно нужно? Главное вот иметь какие-то навыки и хорошо знать свое дело. Вот насколько, на ваш взгляд, высшее образование нужно человеку? Я думаю, что 100% людям это не нужно.
Но если человек считает, что он может работать, выполняя какие-то сложные операции, ну, интеллектуальные прежде всего, и вообще что-то менять в жизни, не только своей, но и вносить вклад в общество, анализ, ну, международные исследования показывают, что вот в жизненной стратегии больше затем зарабатывают, ну, в дальнейшем, да, с возрастом те, кто получает высшее образование. Ну вот подготовка к ГИА и ЕГЭ — это вообще большая работа, которую проделывают как школьники, так и учителя. Вот как правильно выбрать дополнительные предметы, которые нужно сдавать? Вот как хорошо подготовиться к экзаменам, и есть ли какие-то лайфхаки и полезные советы в этом деле? Это такой злободневный вопрос, и каждый, конечно, решает по-своему, но на самом деле, действительно, чем раньше ребенок определится с предметом, тем успешнее он его сдаст. К сожалению, каждый год мы видим, что есть ребята, которые вот 1 февраля, это последний день рекомендуемый для определения предметов для сдачи ЕГЭ, ОГЭ, они, тем не менее, говорят: нет, я вот передумал, вместо физики, например, я буду сдавать биологию, там, или наоборот. Но на самом деле вот так с наскоку качественно предмет сдать невозможно. То есть чем раньше ребенок настроен, ну, желательно вообще с 8, в идеале с 8 класса хотя бы, да, тем успешнее он сдаст. Ну, то есть 100 баллов он 100% не получит, да, но хочется, чтобы все-таки 60 баллов и выше было. Поэтому здесь нужна помощь родителей, но это не должно быть давление, что вот я там был медиком, и ты тоже давай сдавай, да, биологию, химию, а именно исходя из интересов ребенка. Но бывает так, что, ну вот, например, на информатику многие желают идти, думая, что это легко и просто. Да, вот я в компьютер играю, да? Да, я так хорошо играю в игры, значит, и информатику сдам. На самом деле это совершенно иное. И вот бывают провалы по информатике достаточно много, именно вот из-за того, что с наскоку хотят что-то сдать. Поэтому и мы школам рекомендуем, что давайте вы с детьми пораньше, вот 7 класса, и с родителями ведите эту работу, объясняйте, разъясняйте, потому что понятно, что родителям очень сложно это понять. Ну, потому что они давно экзамены сдавали, уже забыли, как это дело делается. Ну, вот такой вопрос. Как правильно подготовиться к экзаменам в том плане, что дает ли школа полностью, ну, возможность для того, чтобы сдать экзамены хорошо? Или нужно все-таки ходить к репетитору и заниматься дополнительно самостоятельно еще больше по выбранным предметам? Не могу сказать, что есть один готовый ответ, который является рецептом. Я думаю, что зависит от множества факторов. Даже вот по своим детям я смотрю, у меня, например, дочки, учась в школе, вообще без репетиторов. Все очень хорошо сдали. Школа качественно готовила, по внеурочки, дополнительные занятия были и так далее. Например, старший сын, он как-то вот требовал более индивидуального подхода, к примеру, но при этом тоже смог хорошо сдать. Поэтому тут, смотря что родители видят и у ребенка, и по своей ситуации. Но на самом деле сейчас, благодаря той же цифровизации, практически любой может сдать ЕГЭ, например, без репетиторов, потому что много и бесплатных ресурсов, очень много информации открытой в доступе. Но сдать на уровне, чтобы это была такая хорошая 3 или 4, то это очень реально. Но если мы говорим про 100 баллов, то, конечно, здесь требуется очень высокая самоорганизация, прежде всего, ребенка. Как говорят, коня можно подвести к водопою, но заставить его никак нельзя пить эту воду. И то же самое подготовка к экзаменам. Можем предоставить ему лучших репетиторов, предоставить все материалы, но если ребенок не мотивирован, ничто не поможет. Никакие деньги, никакие учителя, все будет бесполезно. Поэтому все-таки ключевым является, на мой взгляд, это именно навык, вот, во-первых, дисциплины и мотивации ребенка. И здесь бывает так, что родители передавливают, и, соответственно, ну, подростковый возраст сам по себе сложный, да, и идет обратная реакция, не та, которую родители хотели бы. А вот если ребенок, например, не сдал ГИА или ЕГЭ, там какой путь вообще, как происходит, что делают? Ну, как я говорила своим детям, ну, не сдадите
ЕГЭ ничего страшного, небо на землю не упадет. Все равно страшно. Поработаете, потом еще раз пересдадите. Но, например, те, кто летом не смог сдать, у них есть возможность пройти пересдачу осенью. Ну, то есть не такой большой период проходит времени, да? Да, если осенью не смог пересдать, ну тогда можно вот в новый сезон пойти еще раз попробовать пересдать. Ну, то есть ребенка не оставляют на второй год. После ОГЭ Мгм. возможность такая есть. Остаться на второй год и еще раз отучиться в 9 классе и снова сдавать ОГЭ. После 11 класса такой возможности нет. То есть человек уже самостоятельно сдает экзамен. Но таких у нас детей немного совсем. Но опять же, самое главное вот с раннего детства ребенка приучать к самостоятельности, ответственности и не загасите в нем интерес. Ну, кстати, этому, мне кажется, будет как раз самостоятельности помогать походы и на кружки, и на спорт. Вот человек будет организован. Да, да. Чем больше ребенок вот так вовлечен и учится организовывать свое время, быть ответственным, понимать, что может кого-то подвести, то, соответственно, и такие дети, они, как правило, и нормально сдают экзамены. Чаще всего проблемы бывают у тех детей, которые вот как раз-таки сидят дома, нет интересов, и, соответственно, и нет у них чувства того, что они могут подвести и родителей, и Чувство самого долга. себя. Мгм. Да. Ну и программа на самом деле школьная, она не настолько сложная, что вот никак не сдашь. То есть если ребенок регулярно занимался, То это будет видно. он все равно сдаст экзамен. Вот, а насколько оплата заступальников стимулирует учителей лучше готовить учеников? Или здесь все-таки дело не в деньгах, а в каких-то личных амбициях того или иного учителя? Учреждение таких премий – это такой сигнал обществу, и что у нас есть стабальники, конечно, что мы поддерживаем и их учителей. Мы гордимся ими, конечно. И для учителей это тоже, конечно, мотивация. Для них не сколько материальная, а прежде всего, конечно, моральная. Это такой, знаете, вот знак очень высокого, ну, высочайшего качества для учителя, что его ученик сдал ЕГЭ на 100 баллов. Поэтому здесь мы говорим именно прежде всего об общественном признании. Ну а для детей это, конечно, существенное подспорье для того, чтобы затем учиться и вот эти деньги направить на то, что ему поможет в учебе, на свои какие-то нужды. Ну, как правило, дети очень разумно распоряжаются такими деньгами. Интересно, что покупают? Вот вы знаете, может, пример какой-то? Ну, они покупают, как правило, компьютерное оборудование для себя, для того, чтобы вот еще более мощно учиться, использовать какие-то программы и так далее. Вот хотела еще спросить про первоклассников. Я знаю, что вес рюкзака с учебниками не должен превышать 1,5 килограмма. Как-то соблюдаются, проверяются эти требования? И вот как вы считаете, когда дети перейдут на занятия у нас с планшетами, вообще это произойдет? Или это вообще плохая идея? Ну, то есть, допустим, может зрение портится, или наоборот, ребенок уже забывает, как книги выглядят, и, может, плохо информацию ищет. Вот как вообще к этому относитесь? Вроде цифровизация хорошо, но, может быть, есть какие-то минусы, или наоборот, их нет? Считается, что все это уже продумано, и вес рюкзака вот в 1 классе не должен превышать 1,5 килограмма. И затем постепенно эта нагрузка может увеличиваться. Но часто как-то бывает так, что все равно вес побольше, там и с учетом сменной обуви, каких-то вот дополнительных вещей. Но, как правило, 1,5 килограмма. Другой вопрос, что, например, можно в школе, сейчас во многих школах это вводится, индивидуальные кабинки, и там могут хранить учебники и носить с собой, например, более облегченный вариант. И дома при желании можно использовать и электронные учебники, это не возбраняется. Но по электронным планшетам в целом такое возможно. Другой вопрос, что это требует, конечно, дополнительных расходов. И как-то вот... Стоит ли оно того, да? Да, вот стоит ли оно того. И все-таки мы говорим же о том, что книга, вот перелистывание страниц, вот рисунки, шрифт, там, запах самой книги, это вот то, что все-таки дети тоже должны испытывать и ощущать. Поэтому, наверное, полностью уходить на электронный формат пока не получится. Но мы видим, что современные младшеклассники, для них планшет ближе и роднее, чем книги.
И, может, как раз именно в силу этого очень важно, чтобы все-таки сохранялись бумажные учебники. Да, и как отмечают, например, люди, которые работают по дизайну, да, по художественному творчеству, лучшими, например, дизайнерами, даже по 3D, становятся те, кто сначала обучался через руку. То есть научился рукой рисовать, да, и затем уже в компьютере. Поэтому все-таки моторика, это вот, ну, человечество само развивалось, да, и эволюционировало через моторику. Поэтому мы не можем это отрицать и игнорировать. И перешагнуть, да, этот момент. Да. Ну вот вернусь, наверное, все-таки к выпускникам. Насколько сегодня образование в Якутске отвечает всем стандартам и требованиям в плане получения результатов? Вот сколько у нас стубальников, вообще какие успехи делают наши ребята и какая тенденция у нас есть? То есть у нас увеличивается количество хороших результатов или наоборот мы как-то отстаем? Вот как дело обстоит? В целом у нас ситуация достаточно стабильная. Есть у нас, конечно, стабальники. Каждый год цифра это меняется. Надеемся, что в этом году у нас тоже будут стабальники. Но количество стабальников это, наверное, не показывает конечный результат, но он говорит о том, что мы можем достигать высокого качества, и это делаем. Но что касается средней, скажем, температуры, она в целом достаточно такая стабильная, но я считаю, что город может сделать больше, городское образование. Но мы учитываем то, что мы пережили очень два сложных года пандемии. По всей республике, если вот смотреть, то самая сложная ситуация была именно в городе. Больше всего на дистанции находились дети города Якутска. Больше всего проболевших было в городе Якутске. Поэтому этот фактор мы, конечно, обязательно учитываем и понимаем, что он отразился на том, что мы сейчас имеем. Поэтому вопрос дистанционного обучения в городе Якутске, он достаточно острый, потому что, хотя и пандемии сейчас у нас нет, но у нас есть активированные дни, есть карантины, которые все равно от нас не уйдут. И поэтому важно так нам организовать обучение качественно, чтобы дети не чувствовали, скажем, вот эти пробелы и какие-то ограничения. Вот. Плюс еще мы говорим о том, что в целом в России, как и во всем мире, ценность образования возрастает, соответственно, в целом уровень растет, и мы должны за ним идти. То есть если сравнить, как мы учились, и какие требования к нам предъявлялись, и какие сейчас, это вот совершенно вот небо и земля. Нынешним детям, конечно, в этом плане сложнее, чем когда мы были детьми. И мы это тоже должны понимать. Поэтому растем, развиваемся, не стоим на месте и смотрим вперед, ставим себе более сложные задачи и стараемся их достичь. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на волнующие всех якутян вопросы. Желаю успехов в вашей работе. На этом выпуск нашей программы подходит к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.